Самый разгар строительного сезона, но башенные краны сегодня стоят. Это и Приволжский район, и центр Казани. Самая крупная масштабная стройка. Микрорайон Салават-Купере. Только на этом пятачке около 20 башенных кранов. И большинство из них сегодня не работают. Давай! Пускайся! Спустились сегодня больше полусотни крановщиков. В 8 утра на строительной площадке непривычно тихо. Это не забастовка, говорят рабочие, а вынужденный технический перерыв. Вот мой синий кран. Во-первых, кран у меня не пущен в эксплуатацию, не принят Роснадзором. Соответственно, я несу угрозу и себе, угрозу жизни, и людям, которые работают под краном у меня. Крановщики накануне выдвинули ряд требований к застройщикам и арендодателям техники. Им дали время до утра среды повысить зарплату до 500 рублей в час и навести порядок в сфере безопасности. Иначе стройка встанет. В месяц у нас зарплата выходит из расчета 220 в час. Это чистыми. Там чуть побольше получается с вычетом налогов. Вот. Но это идет, неважно, работаешь ты по 12 часов, 15 часов или 16 часов. Неважно, ты все равно будешь и определенную ставку иметь. То есть никаких переработок никто ничего не оплачивает. Кто-то здоровьем своим жертвует, кто-то семьей своим жертвует. Там нет стропочек, нет технологических карт. Ну, в общем, самые такие грубейшие нарушения. По словам крановщиков, некоторые работодатели уже пригрозили им увольнением и штрафами за простой техники. В самих строительных организациях, куда нам удалось дозвониться, впервые слышат об ультиматумах. Начальник не извещали. По WhatsApp у меня сбросили какую-то бумажку вчера вечером. Претензии не столько к застройщикам, сколько к фирмам, которые берут в аренду краны, объясняют в Минстрое республики. Это не относится к самим подрядным организациям, потому что наши компании строительные, они в основном арендуют эти башенные краны у спецорганизаций, которые предоставляют эти башенные краны вместе с машинистами. И стоимость там солидная, более 400 тысяч рублей в месяц обходится нашим подрядчикам, они его исправно платят, и там же сидит зарплата самих машинистов. Требования же к безопасности в ведомстве поддерживают. Работа на высоте сопряжена с риском для жизни, а профессия требует квалификации и специального допуска к работам. По информации Ростехнадзора, в Казани за первое полугодие этого года проверено 4 организации, выявлено 34 нарушения. Основное нарушение организаций, эксплуатирующих подъемные сооружения в Казани, в том, что они не обеспечивают работу комиссии для принятия решения о возможности пуска подъемного сооружения в работу. Прокуратура уже проводит проверки. Прокуратура Татарстана начала проверку информации о жалобах казанских крановщиков на предмет нарушения трудового законодательства. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. ЧП с кранами происходит с завидной регулярностью. Сносят ураганным ветром, заваливаются на бок вместе с машинистами. Только в прошлом году Ростехнадзор оштрафовал фирмы из Татарстана, Мариэл и Чувашии на 72 миллиона рублей. Но в этом случае нужен взаимный диалог рабочих и работодателей, чтобы и стройка не стояла, и за безопасность все были спокойны. Анна Городнова, Вадим Илларионов, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.